телерадиожурналист Махнос Джонмахмадова. С любимым Таджикистаном я всегда с огромной теплотой и огромной любовью переживаю. Я постаралась, скажем так, помочь самым отдаленным уголкам нашей Родины. Наверное, свыше 50 человек смогли получить помощь, особенно при борьбе с коронавирусом. Таких людей, к сожалению, совсем немного. Всем привет! Онлайн-интервью на Азия Плюс продолжаются. Меня зовут Лола Абдуназарова, и сегодня у нас в гостях телерадиожурналист Махнос Джонмахмадова. Махнос зарекомендовала себя как опытный журналист. Она имеет 2 степени магистра – журналистики и международного права. Она свободно владеет 6 языками. Махнос прошла свой путь от ведущей радио и телепрограмм, ток-шоу, а также была продюсером и уже позже стала главным режиссером новостного отдела. Она является автором и соавтором ряда статей, включенных в опубликованный учебник для студентов-журналистов в Таджикистане. В настоящее время Махнос живет и работает в США и является ведущей многих популярных программ на телевидении. Махнос, здравствуй, я очень рада тебя видеть. Пожалуйста, рассказывай, как настроение, как дела? Лола, привет, здравствуй, добрый вечер, доброе утро всем, кто подключился и смотрит нас в эти минуты. Я очень рада, что мы снова с тобой на связи. Спасибо за доверие, что пригласила на свою передачу. Я недавно видела, что у тебя завершился целый цикл передач, программ про еду. Кто был у тебя в гостях? Что вы такого вкусного там готовили? Расскажи, пожалуйста. На самом деле это действительно было одно из самых потрясающих проектов, над которым я работала. Программа называется «Ошу Ошьона», и для таджиков она, соответственно, имеет 100% понимание, о чем эта передача. Но для тех, кто не знает, я просто переведу, что «Ош» — это, естественно, еда, разговор о еде, а «Ошьона» мы взяли почему? Потому что это как фундамент. حالا امروز واقعا به من گفتن که برنامه آش آشیانه رو شما لطف کردین، زحمت کشیدین، در واقع میزبان برنامه آش آشیانه شدید. مرسی. Сама суть программы заключалась в том, что мы не только разговаривали о еде, но также поднимали очень жизненно важные вопросы, разговаривали на очень важные темы, которые будут интересны всем, такие как, например, для особо, скажем, молодых или неженатых, незамужних, тема, как выбрать спутника жизни. Для людей, у кого есть дети, например, мы говорили на тему роли воспитания родителей, уважения в семье и многие-многие другие вопросы, которые мы поднимали во время нашей передачи. Ты знаешь, самый основной фокус был в этой передаче – это то, что мы поднимали жизненно важные вопросы во время еды. А все мы знаем, что еда – это одна из основополагающих вещей, которые в жизни каждого из нас очень важна. Да? То есть без еды нам никак. И поэтому мы решили использовать кухню, потому что кухня – это идеальное место, когда человек готовит, раскрывается возможность, например, побеседовать на очень жизненно важные темы, да? То есть иметь содержательные беседы, как мы говорим, не просто там поговорить, скажем, как дела, как настроение, какая сегодня погода и так далее, а именно поговорить о каких-то насущных проблемах и попробовать решить эти проблемы и найти ответ на все эти вопросы, которые мы поднимали в этой передаче. Передача была на персидском языке, и я была единственная, скажем так, не 100% иранка, которая вела эту передачу. Это была тоже одна из уникальностей. В этот самый период самоизоляции, да, многие даже очень популярные известные люди, чтобы как-то себя занять, они чему-то учились. Кто-то изучал языки, а кто-то все-таки, опять же, учился готовить, если вовсе не умел, кто-то осваивал новые рецепты. Вот расскажи, пожалуйста, чем занималась ты, или даже поправлюсь, занимаешься? Ведь, насколько я знаю, у вас самоизоляция, она все еще продолжается. Ты знаешь, я работаю на полную ставку, поэтому как такового свободного времени у меня нет, даже несмотря на то, что я нахожусь на самоизоляции. У меня действительно очень тяжелый график. У меня бывает так, что я встаю где-то в 5:30, в 6 утра и ложусь глубокой ночью
полностью, поэтому работа в средств массовой информации, особенно когда ты работаешь с новостным блоком, она очень тяжелая. Но я обожаю это дело. У меня, например, посередине там рабочего графика бывает иногда всего лишь полчаса по времени, чтобы что-то приготовить, но я всегда стараюсь готовить все для себя, как говорится, свежее. Чему я научилась во время пандемии? Ну, во-первых, следует отметить, что пандемия, к большому сожалению, на сегодняшний день это уже становится реальностью нашей жизни. И без этого уже никуда, скажем так. Но, однако, мы должны понять, что это такой период нашей жизни, когда мы не просто должны смириться с этим, но и предпринять, скажем, все самое лучшее или собрать все наши силы в одно целое, чтобы чему-то новому научиться. Например, за период пандемии я понабрала очень много интересных курсов, касающихся моей профессии. Это радио и телевидение, чтобы как-то дальнейшее развиваться и не идти на месте, скажем, не стоять на месте, а продвигаться дальше. И поэтому у меня, скажем, в неделю несколько раз я беру курсы монтажа, там специфические какие-то вещи, это для телевидения, связано с новостным блоком. Я обязательно посещаю, например, очень много разных конференций, очень много встреч. Все, что касается непосредственно моей профессии, чтобы развиваться. Вот как-то не сижу на месте. Несмотря на то, что я нахожусь дома, очень часто говорят: ой, господи, находишься дома, у тебя, наверное, уйма времени. Опять-таки, ох, если бы, мне все время не хватает 24 часов в сутки, это я точно могу сказать. Совсем недавно ты сама организовала сбор средств в такой фонд помощи, скажем так, нашим соотечественникам. Вот скажи, пожалуйста, как это происходило, кто тебе помогал, при всем, что ты находишься там, а вот, то есть помощь была оказана здесь. Ты знаешь, действительно идея помощи и создания этого фандрейзинга, как мы говорим, она пришла ко мне незамедлительно, потому что, как ты уже до этого отмечала, я человек, который все время слежу за новостями и стараюсь всегда оставаться в курсе. Тем более все, что связано с моей родиной, с любимым Таджикистаном, я всегда с огромной теплотой и огромной любовью переживаю за каждого человека, который живет в моей стране. Идея пришла, потому что я увидела, что очень много людей нуждаются в период коронавируса, и я решила организовать такой маленький сбор средств для, скажем так, людей, которые нуждаются. Опять-таки люди выбирались в ниоткуда. Я просто смотрела, следила за новостями, видела действительно, может быть, кому-то нужна какая-то индивидуальная, специфическая помощь, особенно в период пандемии. И вот я через, скажем так, своих родных и близких отправляла отсюда деньги, собирала здесь, обзванивала сотни своих друзей, знакомых, близких, объясняла каждому из них, что и как. И, то есть, например, и мы отправляли эту сумму для жителей нашей страны. И притом нужно отметить, что это не были только, скажем так, люди, которые проживали в Душанбе. Я постаралась, скажем так, помочь самым отдаленным уголкам нашей Родины. То есть я думаю, что, наверное, минимум свыше 50 человек. Это, конечно, очень маленькая цифра, но по сравнению с тем колоссальным успехом, который мы смогли сделать, наверное, свыше 50 человек смогли получить помощь, особенно при борьбе с коронавирусом. Ты знаешь, единственное, что я точно знаю, что тебе в этом очень помогала мамочка, поэтому большой ей привет, огромное спасибо твоей маме. Действительно, я знаю, что здесь очень... Спасибо действительно моим родителям, и маме, и папе. Они действительно очень, скажем так, переживали, и мне вся семья помогала, и мои родители, и тети, и дяди. Все абсолютно, они как-то, знаешь, сплотились и мне говорили: ну давай, хорошо, отправь вот туда, вот, например, вот тот уголок, там, например, нашей Родины нуждаются. И поэтому таким образом мы смогли охватить
не только юг Таджикистана, но и север, центральный Таджикистан. Поэтому Сагдийская область была однозначно охвачена очень хорошо. Например, Пенджикенту мы смогли помочь Бао, мы смогли помочь людям, например, те, которые проживали в Душанбе, и опять-таки Турсунзаде, Гисар, Шахрина, то есть все те районы, которые находились поблизости нашего города. Таких людей, к сожалению, совсем немного. И тем не менее, это так здорово, что ты с нами, несмотря на то, что ты так далеко, как говорится, и в радости, и в горе. К тому же я знаю, что у тебя есть даже награда от посольства Таджикистана в США за организацию и проведение праздника нашего национального Навруз там, для таджикской общины в Америке. Это, кстати, очень круто, это здорово. Я могу сказать о том, что я вижу твои видео, которые ты ежегодно выкладывала, вот эти вот все действительно очень яркие празднования, вот эти моменты, они просто потрясающие. Спасибо большое за такие приятные слова. Действительно, празднование, скажем так, любого празднества здесь в США для меня это честь, я всегда буду поддерживать, всегда, как говорится, чем смогу, тем помогу, особенно если это касается, я не знаю, каких-то мероприятий или празднеств, чтобы рассказать другим национальностям или людям другой культуры о моей культуре, потому что очень часто спрашивают, где находится Таджикистан, например, какие там люди живут и так далее. Если я, например, не могу их там пригласить к себе домой, то я обязательно, скажем так, с огромной любовью и теплотой рассказываю. Потому что я считаю, что любовь к родине – это одна из возможностей, скажем так, служить своей родине. И как человек, который верующий, я очень верю в Бога, я сама являюсь представителем общины Бахаи, и я считаю, что служение людям – это служение Богу, поэтому всегда, что у меня получится, чем смогу, тем помогу, я всегда буду рада это сделать. Спасибо тебе огромное, Махнос, спасибо, что нашла время для нас, я желаю тебе, в свою очередь, больших успехов и, самое главное, крепкого здоровья.